Колючие проводы мы поставили, чтобы они сюда не вышли. Мы же боимся. В селе Старое Шагалеево Елена Салихова живет почти 40 лет. Ее дом по соседству с реабилитационным центром. Для собственной безопасности огородила участок колючей проволокой. Год назад к ней начали приходить незваные гости. Мы сидим, тут около окошки какой-то человек бежит. Без крови, вот все у него... все одежда оторвалась, а мы напугались. Я говорю, что это такое, что это? Тут у меня девчонка ходит, там сидит. А потом я прибежала, и сам мужик тоже, что такое? Я говорю, куда ты идешь, кто это такая? Она говорит, я вот тут лечусь, тут наркоманы, тут врачи, говорят, нас. Они говорят, нас обижают, мы боимся, говорит. Они нас без конца, говорят, уколами. Вот эта женщина нам рассказывает. В этом двухэтажном здании раньше была сауна. Последний год здесь работал реабилитационный центр для алко- и наркозависимых людей. Жители начали жаловаться в исполком. Бабушки говорят, что странные люди, незнакомые люди ходят. Я там лично был, я был с участковым. Я неоднократно им обращался, чтобы они территорию содержали на надлежащий порядок. В ситуацию не раз вмешивалась прокуратура. Вместе с МЧС здесь выявляли одни и те же нарушения. В здании не работала сигнализация, не было оповещателей и огнетушителей. Эвакуационные выходы завалены мусором. На момент последнего визита здесь находились 15 пациентов. И все те же небезопасные условия для их проживания. Были угрозы безопасности, здоровью, жизни граждан. И поэтому с нашей стороны было первоначально внесено представление об устранении нарушения требований действующего законодательства. Был наложен административный штраф в отношении индивидуального предпринимателя. После повторной проверки установили, что нарушения никак не устранены. Судя по внешнему виду, это не жилой дом. Здание скорее напоминает склад или магазин. Стоит отметить, что на всех окнах, на первом, даже на втором этажах стоят металлические решетки. По всему периметру расставлены видеокамеры. Таким образом возникает вопрос: жильцы данного объекта находились здесь по собственной воле или все-таки насильно? Как мы выяснили, деятельность центра законна. В таком здании может находиться реабилитационный центр, но без возможности оказания медуслуг. Я лично его пригласил на собеседование. Первоначально он обещал устранить все недостатки. А второй раз, когда уже пригласил, он сказал, что он не сможет, это ему невыгодно. После обращения прокуратуры в суд Фемида решила закрыть реабилитационный центр. Сирина Васильева, Булат Абдульманов, ТНВ, Пестричинский район.